Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемый Гаврил Михайлович, Георгий Русланович и многоуважаемый наш научный руководитель Михаил Дмитриевич. Сегодня у нас замечательный день, вдвойне радостный день. Это мы начинаем первый день начала третьего съезда работников физической культуры и спорта, посвященный столетию физкультурного образования Республики Саха-Якутия и Российской Федерации, и, конечно же, запуск нашей информационной системы «Спортивный резерв региона». Я перед тем, как представить вам внутреннюю часть, внутреннюю кухню системы, хочу рассказать историю, как мы это сделали. В далекие 2016 годы есть такой очень замечательный человек, профессионал высокого уровня Альбина Гуровна Кричкина. Она тогда еще руководила центром «Статус», и своим приглашением подошла к Михаилу Дмитриевичу, министру спорта нашей республики. Вот сейчас развивается цифровизация, мы делаем разные программы, и давайте вместе работать. Михаил Дмитриевич отправил Альбину Егоровну к нам. У нас директором работал тоже такой грамотный, креативный, очень опытный директор Александр Михайлович Михайлов. И сразу же говорит: давайте делайте проект. И еще Михаил Дмитриевич говорит: делали проект, через 2 дня звоните, вы делали проект? Мы говорим: нет еще, дайте время, неделя максимум. И мы с Альбиной Егоровной начали, нашими специалистами, начали делать большой проект, структуру, архитектуру данного проекта. И есть еще один очень замечательный человек, работник, профессионал информационной системы, программист, специалист центра Мария Григорьевна. Вот Альбина Егоровна, Мария Григорьевна, и мы начали работать. То, что у нас в голове есть, как мы должны, как видим это, как мы можем помочь нашим тренерам, нашим детям республики, у нас в голове то, что есть, они нарисовали систему. И через неделю мы с Александром Михайловичем, со всей командой подошли к Михаилу Дмитриевичу. И Михаил Дмитриевич говорит: сейчас Министерство спорта Российской Федерации работает федеральные экспериментальные площадки, возьмите билет и езжайте в город Москва защитить свой проект. И мы ничего не знаем, поехали туда, пришли с Альбиной Егоровной и еще Марина Викторовна, замминистра, с нами поехала. И зашли в комнату, а там 19 человек, очень важных, такими большими глазами, все русские, ни одного азиата нету. И сидят все, там половина ученые, замминистров. И рассказывайте, что у вас будет. И мы начали говорить: так, у нас вот так, и планируем. И сразу почему-то голосовали сразу. Это была комиссия включения в список федеральных экспериментальных площадок Министерства спорта Российской Федерации. И все голосовали, открыто голосовали, все 12 человек за подняли. И Николай Николаевич Чесноков, тогда я его не знала, сейчас наш хороший друг, говорит: очень хороший проект, надо продвигать, и давайте Министерство спорта Российской Федерации будет соисполнителем и партнером федеральной площадки. А я говорю: мы подумаем. И сразу вышла ко мне и звонил Михаил Дмитриевич. Говорит: вот так, там какой-то Чесноков есть, говорит, вместе, давай, да. Он говорит: нет, категорически нет. Это наш проект, это проект Республики Саха-Якутия. Сами сделаем, сами то, что и сделаем, давайте скажите нет. Потом мы ничего не сказали, конечно, поехали домой. Вот так началась наша работа. И в 2018 году, когда Георгий Русланович работал министром спорта, мы уже подписали трехсторонний договор с статусом Министерства и нашим центром подготовки спортивного резерва и назначили пилотных школ, чтобы провести апробацию. Эти пилотные школы, вот Анна Николаевна Гуляева, заместитель директора, сидит рядом с нами, и школа Коркина, и спортивная школа Олимпийского резерва
село в гостях. И мы провели апробацию. В 2020 году практически был готов проект. Тогда еще проект был, мы изначально думали, вот этот проект будет работать во всех школах нашей республики. И начали искать спонсоров, там не нашли, тут не нашли, скорректирование бюджета, ковид и так далее, и так далее. И, наконец-то, в 2019 году распоряжением главы республики Асена Сергеевича Николаева создан наш региональный центр выявления поддержки и одаренных детей. И все время у меня в голове было, куда ты его, какой этот проект. И вот мы нашли единомышленников в лице Сарданы Васильевны Поповой, целевой фонд души поколения, с Александрой Васильевной Яковлевой, Малой Академией, и, конечно же, наших опытных, очень грамотных, креативных руководителей Василия Кирилловича Павлова, Владимира Анатольевича Егорова, и мы все, вот наша команда, уже приняли решение, что вот через региональный центр внедрения поддержки одаренных детей делать ключевым мероприятием данного центра. И вот в 2022 году приняла Леонид Николаевич Передонов, поддержал, подписал наш план, утвердил, и мы архитектуру чуть поменяли. И наши специалисты, еще я хотела бы отметить наших специалистов Марию Николаевну, Евгению Ивановну, они не знали, во что вляпались, не знали, куда идти, о чем идет речь, куда мы должны идти, не знали, но взялись за этот проект, и мы сегодня увидим краткую систему, краткую внутреннюю часть системы. Мы сегодня сюда внесли данные возраст дети Азии, 89 детей, 12 видов спорта. И как мы все знаем, что подготовка юного спортсмена начинается общей физической подготовкой. Далее идет специальная физическая подготовка, техническая подготовка. И тут внесены все первый этап, протоколы первого этапа по общей физической подготовке наших спортсменов. Первый слайд. Ага. Структура, архитектура, вот она стоит, очень легкая и доступная структура. Мы сюда внесли все данные общей физической подготовки каждому ребенку. И тут уникальность у нас стоит. Наша голова не думает, компьютер сам делает, система сам делает. И внесли все минимальные требования федеральных стандартов спортивной подготовки по 20 видам спорта. Все требования, начиная с начального этапа, завершая этапа высшего спортивного мастерства, полностью вот эти нормативы внесены по всем упражнениям, по возрастам, по этапам подготовки. И когда ребенок, вот это уже разница, да, когда ребенок вносит результат и сразу выходит сразу делает анализ отклонения от федерального стандарта. Зеленые это часовые, красные, конечно, остается ребенок, синие остается вид колесовая. Где синие, это только соответствует. И мы в дальнейшем, сегодня только включен первый этап тестирования, в дальнейшем уже будет этапы, второй этап, третий этап, и сразу выходит разница по этапам и индивидуальный рост ребенка. Это нам поможет, нашим тренерам очень поможет для составления индивидуального плана ребенка, в какую сторону пойти. Далее специальная, подождите, да, это первый слайд. Специальная физическая подготовка тоже включена. Это мы как знаем, например, по стрелковым видам спорта это пистолет, винтовка, удержание, это дотягивание тетивы по стрельбе из лука, это челночный бег, футболисты. Очень такое упражнение каждый взрослый умеет. Это специальная физическая подготовка есть. Сначала на время идут челночный бег 3 на 3, 3 на 6, 3 на 9, 3 на 12, 3 на 15 метров. Вот это все специальная подготовка. И для игровых видов спорта волейбол, баскетбол это прыжок с места, отталкиваясь двумя ногами вверх.
ну, для блока, для нападения. Да? Вот эти показатели тоже внесены, и отклонения от федерального стандарта тоже уже есть. А следующий показатель: сейчас мы не можем только тренировочный процесс развития ребенка, мы должны контролировать функциональное состояние каждого ребенка, мы должны его сопровождать. И благодаря фонду будущих поколений нами приобретены несколько программ комплексных аппаратов. Это МЕДАС, омега, динамометр, спирометрия, калибр, что еще у нас было? Метроном. Ага. И пока мы сюда внесли данные омега и МЕДАС. Сюда сразу выходит полностью протокол, выходят результаты, норма, видный стандарт, отклонение, ожирение или истощение ребенка, выходит рекомендация. И то же самое, уже второй этап, тоже будет здесь, или разница с первого этапа на второй, третий этап протяженности всего тренировочного процесса, скажем, да. А также выходит по видам спорта полностью анализ и диаграмма. Например, по игровым видам спорта это очень полезно, где психологическое состояние, восстановление организма ребенка, какой процент этой группе идет норма, какая функциональное состояние норма. Вот это полностью сама система вводит. Мы ничего не делаем, только вносим данные. Ага. И я думаю, что годами, через 2-3 года будет очень большой объем результатов будет здесь. Далее идем, идем на следующий слайд. Внесены данные результаты участия в спортивных соревнованиях. Тут идет не только так же, еще раз повторяюсь, не статистика, а идет уже анализ. План подготовки спортсмена, например, да, первенство Республики Саха участвует, Россия, каких-то вот всероссийских соревнованиях, полностью туда сроки, когда прошли эти соревнования, личный результат, здесь где у нас есть личный результат ребенка на данном соревновании, количество участников с ними, вот идет личный результат тренера, личный результат, количество участников, лучший результат в данном старте и разница от лучшего результата или преимущество нашего ребенка, или какой-то остается, ну, например, бега 100 метров, за сколько-то доли секунд наш ребенок остается от чемпиона первенства Дальнего Востока. Да? И уже тренер смотрит все это, анализирует и делает корректировку плана подготовки спортсмена, что куда стремиться. Мы уже смотрим, куда стремиться. Далее у нас для нашей работы, как бы Центр подготовки спортивного резерва, мы проводим первенство Республики, да, первенство. Проводим первенство Республики Саха-Якутия и также открыли окно. Вот тут идет уже личный результат ребенка. Фамилия его. Дрозд Кристина в этом году у нас выиграла первенство России по стрельбе из лука. Ага. И по первенству республики. Мы проводим первенство республики, и тут тоже открыли окно. Сразу в начале года мы вносим наш календарь, полностью первенство республики. Идти слайд. Ага. Вносим, и после проведения соревнований мы вносим там количество спортсменов, количество медальных зачетов, и все будет в нашей системе, и уже годами тоже мы будем анализировать. В 2022 году по первенству полевой стрельбе сколько участников было, в 2023 сколько, в 2025 сколько медалей мы, комплект медалей мы разыграем, даже этим можем на следующий год вот, общий комплект медалей мы можем заказать и вывести на аукцион. Да? И последнее у нас что было? План. Самое главное изменение плана. Если тут вопросы будут, мне поможет Вячеслав Николаевич, наш научный соратник. Он очень нам помог. Вячеслав Николаевич Логинов. Тут мы сегодня внесли общий план, годовой план подготовки
сколько стартов, это уже выходит индивидуальный план ребенка, спортсмена. Тут мы уже каждый старший тренер или тренер делает свой индивидуальный план и поэтапно, по циклам, по периодам подготовки мы видим, на каком уровне вышел ребенок, и уже в конце вот заполняется, и в конце выйдет кривая. Фазовый угол, в каком старте он должен выйти на свой пик. И это будет все годами, все будет архив полностью. И самое удобное данное, это мы отсюда сразу можем загрузить отчет, Word, Excel и все остальное. Ну, на этом я завершаю.